Трагическая развязка многолетней политической авантюры сепаратистского движения на юге России началась с подписания 23 сентября 1999 года президентом Российской Федерации Борисом Ельциным указа о создании объединенной группировки войск на Северном Кавказе с включением в ее состав формирований всех силовых министерств и ведомств, а также о подготовке контртеррористической операции на территории самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Добрый вечер. Активная фаза КТО началась после пресечения федеральными войсками провокационного рейда боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба в Ботлихский и Сумадинский районы Дагестана и вытеснения их на территорию Чечни. Через несколько месяцев республика и сопредельные территории соседних субъектов Федерации перешли под полный и безраздельный контроль российских силовых структур. На протяжении нескольких лет после этого палитра чеченской истории мрачно сочетала в себе зловещие краски военной трагедии, жизнеутверждающим многоцветием героизма и стойкости. Торжеством патриотизма, политической мудрости и гражданской позиции стало принятие в 2003 году Конституции и последующее избрание президента Чеченской Республики. Об отмене режима КТО в Чечне первым заявил глава республики Рамзан Кадыров. 27 марта 2009 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ и председателем Национального антитеррористического комитета Александром Бортниковым поручил рассмотреть вопрос о снятии режима КТО в Чечне. Отныне предполагалось, цитата, «продолжить контроль за ситуацией, вводя в случае необходимости и отдельные элементы режима КТО и проводя необходимые действия как в Чеченской Республике, так и в других южных республиках, в которых в настоящий момент сохраняется угроза террористических актов». Конец цитаты. 16 апреля президент Медведев, рассмотрев предложение Национального антитеррористического комитета, поручил отменить режим КТО, и с 0 часов того дня Бортников отменил приказ 1999 года о введении КТО на территории Чеченской Республики. Отмечалось, что борьбу с терроризмом в Чечне в дальнейшем будут вести в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны. Почти 10 лет действия режима контртеррористической операции в Чечне стали достоянием истории. Решение Национального антитеррористического комитета об отмене режима КТО в Чечне поддержал спикер Госдумы Борис Грызлов. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, с этого дня начался отсчет новой истории нашей республики. Мы доказали всему миру, что способны защитить Россию, отстоять свою культуру, свои традиции, которые не позволим кому-либо уничтожить. Мы сумели сохранить свое национальное достоинство. После отмены режима КТО наш регион встал на рельсы мирного социально-экономического развития. Мы ждали и надеялись, что решение будет по этому вопросу положительным, так как цели и задачи, поставленные при объявлении контртеррористической операции на территории Чечни, достигнуты в полном объеме. Это большая радость для чеченского и российских народов. Кроме того, для Чечни это решение имеет морально-психологическое значение, сказал Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости. Сегодня разговор на эту тему любезно согласился поддержать заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике, начальник полиции Апти Аронович Алауддинов. Машаллах. Машаллах. Апти Аронович, мы отмечаем очередную годовщину отмены режима контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Значимость этого события неоднократно подчеркивалась во всех социальных структурах Чеченской Республики, на всех уровнях власти, как в Чеченской Республике, так и в Москве. Но меня сегодня интересует несколько иной аспект этого вопроса. Меня интересует, как развивалась динамика процесса, которая в конечном итоге привела к отмене режима КТО. Меня интересует динамика процесса становления и развития Чеченской Республики
для которой стала характерна отмена режима КТО. Вы, как человек по долгу службы, посвященный во все подробности прохождения режима, вернее, прохождения контртеррористической операции, наверняка сможете осветить многие аспекты этого вопроса. Вот какой аспект особенно интересен. Были ли попытки до апреля 2009 года отменить режим контртеррористической операции на территории Чеченской Республики? Какова была мотивация этих попыток? И какова была мотивация того, что эти попытки до апреля 2009 года все-таки федеральным центром отвергались? В связи с тем, что обстановка в Чеченской Республике в существенной степени нормализована, жизнь входит в нормальное русло, строятся современные объекты, решаются социальные задачи, я полагаю, есть необходимость рассмотреть вопрос о правовом режиме КТО, который действует на территории Чечни. Из поручения президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, директору ФСБ, председателю Национального антитеррористического комитета Александру Бортникову. Апрель 2009 года. Начну, наверное, с того, что вообще сам старт и динамичность событий, которые развивались на территории нашей республики, начиная с 1999 года, по сути своей мы с вами, наверное, сможем, даже если посмотреть по датам, разложить, как говорится, как эти все события развивались и каким образом мы к этому пришли. Если мы с вами, значит, вернемся чуть-чуть обратно в историю, сделаем такой маленький экскурс, то мы с вами вспомним, что еще в начале, значит, 2000 года, мы помним такой период, когда вообще даже вопрос о том, что, скажем, этот период когда-то может наступить, что может быть отменен КТО, вообще в начале этой кампании он вообще не ставился. То есть было такое смутное время, когда была полная неразбериха, не было ни одной ветви власти в нашей республике, не было, по сути своей, ни одного руководителя, который был бы местным, не было ни одного руководителя, который готов был на себя взять какую бы то ни было ответственность, связанную с этим режимом контртеррористической операции. То есть у нас получилась такая картина, что, если мы с вами помним, это 96-й год, подписание Хасавюртовского договора между Масхадовыми и Лебедем. Значит, и с этого момента наша республика погрузилась в такую пучину, в которой она пребывала где-то вот в эти 3 года. Значит, в 1999 году мы с вами оказались, наша республика оказалась перед таким резким барьером, как, по сути своей, терроризм, который здесь развивался, 51 спецслужба, которые здесь готовили этих террористов, значит, программы, задачи, которые перед ними ставились, и вторжение на территорию Республики Дагестан. И вот, по сути своей, с этого момента идет точка отсчета, значит, режима, введенного на территории нашей республики контртеррористической операции. И вот поэтапно, если мы посмотрим, мы с вами увидим, что, значит, 2000 год – это вот период, когда идут, значит, переговоры, встречи между Ахмад Хаджи Кадыровым, Владимиром Владимировичем Путиным. Мы помним первые вот эти встречи, где Ахмад Хаджи Кадыров, значит, абсолютно неуклончиво, значит, стоял твердо на своей идее, в которой он говорил, что с этого момента он, по сути, и высказывал свое мнение о том, что, значит, на территории Чеченской Республики навести порядок может только, значит, местное МВД, местные структурные подразделения, которые будут укомплектованы из личного состава чеченской национальности, либо лиц, которые непосредственно являются выходцами этой республики. И вот с этого момента, по сути своей, уже идет подготовка к тем мероприятиям, которые в последующем привели в 2003 году, скажем, к проведению референдума. Эти 3 года, 2000 по 2003 год, значит, были очень тяжелыми 3 годами для всего нашего народа, всей республики. Мы с вами за этот период, значит, получили очень много урона, погибло очень много
было людей, которые просто пытались сказать правду. Значит, и в конечном итоге вот первый этап, как вы уже говорили, значит, вот эта вот этапность, скажем, вот этого периода прохождения нашей республики к 2009 году. Значит, в 2003 году мы с вами, значит, сумели уже провести референдум на территории нашей республики, где народ проголосовал за то, что он хочет остаться в составе Российской Федерации. Была принята Конституция Чеченской Республики, уже по сути своей определяющая четкую грань наших взаимоотношений, значит, в составе как субъект Российской Федерации, в составе Российской Федерации, значит. И с этого момента у нас получается вот это вот поэтапное становление самой республики, обретение нами всех ветвей власти. Поэтапно мы начали обретать все ветви власти. Самый сложный для страны период, когда Запад давил на Россию. В 2003 году чеченцы сделали свой выбор и заявили, что будут развиваться вместе с братскими народами России. Я считаю, что этот выбор дорогого стоит. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. Получилось так, что в 2007 году, уже с 2003 по 2007 год, если мы посмотрим этот период, то у нас как таковое шло становление всех ветвей власти, которые уже были укомплектованы, созданы, и они находились в некоем таком застое. Да, ветви власти были укомплектованы, но они находились в таком промежуточном, наверное, пространственном таком состоянии. И вот в 2007 году, когда Рамзан Ахматович был уже назначен на должность, значит, главы республики, мы с вами помним вот этот вот резкий скачок, значит, нашей республики к стабильности, значит, уже мы получили такой новый импульс в виде вот этой энергии Рамзана Ахматовича, его новое видение состояния дел в республике, значит, его новый подход, по сути своей знания им этого дела изнутри, состояние дел в республике, как это все изначально, значит, зарождалось, как это все происходило, так как он все время находился рядом с Ахмат Хаджи Кадыровым, который, по сути своей, заложил изначально вот эту концепцию продвижения нашей республики по этому пути, вот к тому периоду, когда уже был отменен режим КТО. Ну, можно сказать гарантированно одно, что если бы не эти события 2004 года, которые унесли бы жизнь Ахмат Хаджи Кадырова, то гарантированно КТО, наверное, был бы отменен в ближайшие год-два, 2005-2006 годы, я могу гарантированно сказать, что крайнее время, когда бы, наверное, этот режим был отменен. Если бы Ахмат Хаджи остался в живых и остался бы руководить республикой. Но то, что вот мы потеряли вот эту личность, которая, по сути своей, заложила вот эту концепцию, и то, что Рамзан Ахматович получил эти бразды правления только в 2007 году, чуть-чуть оттянуло вот этот период, я так считаю, что мы потеряли где-то, как бы мы ни хотели, эти 2-3 года. Значит, и уже в 2007 году Рамзан Ахматович, твердо зная изначально исконные, значит, позиции и пути продвижения концепции Ахмат Хаджи Кадырова, пути мирного, значит, созидательного, значит, процесса нашей республики, нашего народа, он уже приложил все усилия к тому, чтобы на территории республики был побежден, значит, терроризм, экстремизм. Мы за эти 2 года сделали то, что, в принципе, считалось до этого почти невозможным. То есть мы за эти 2 года, во-первых, мы победили терроризм, сумели навести порядок на территории республики, введя ее в такое состояние, где уже даже общая уголовная преступность, она даже не могла себе найти место. То есть, и уже почувствовав себя твердо стоящими на ногах, руководство нашей республики, вся власть, вся команда Рамзана Ахматовича Кадырова уже сумела твердо сказать руководству Российской Федерации, что мы уже готовы, значит,
жить дальше в составе Российской Федерации. И этот режим абсолютно, как говорится, он уже нам мешает в дальнейшем уже нашем росте. То есть вот это наше заявление, то есть заявление Рамзана Ахматовича Кадырова, то, что он сумел доказать руководству Российской Федерации, что его слова, они не безосновательные. То, что он делами уже показал, что республика реально является уже мирной, это все привело к тому результату, который, по сути своей, мы с вами сегодня уже празднуем, значит, как день отмены режима КТО. По поручению президента Российской Федерации Национальным антитеррористическим комитетом внесены изменения в организацию антитеррористической деятельности на территории Чеченской Республики. Председателем комитета, директором ФСБ России Александром Бортниковым с 0 часов 16 апреля 2009 года отменен приказ, объявляющий территорию республики зоной проведения контртеррористических операций. Официальное сообщение Национального антитеррористического комитета. Как любой политический процесс, особенно такой значимости, наверняка имеет и своих сторонников, и своих противников. Вот интересно все-таки знать, какие силы противодействовали отмене режима КТО. Я имею в виду федеральный центр. Ну, называть фамилии, указывать на какие-то данные мы сегодня, наверное, этого делать не будем, но я могу сказать так, что, значит, перед тем, как отменили этот режим КТО, шел такой длительный процесс, где, по сути своей, нам противостояла определенная группировка людей, которая была против отмены режима КТО. По сути своей, об этом говорили не только в Москве, у нас в республике тоже имелись некоторые люди, которые относились очень скептически к тому, что мы уже готовы жить в мирном состоянии, без режима КТО, без вот этих, как говорится, тяжелых действий и последствий, которые мы пожинаем от этих действий. Ну, естественно, в Москве тоже были люди, которые считали, что рано еще отменять КТО, потому что, по сути своей, мы с вами должны понимать, что хотим мы этого или нет, всегда будет часть тех людей, которые считают, что в мутной воде всегда, как говорится, легче ловить рыбу. То есть у каждой из этих групп направлений, значит, были свои интересы специфические, связанные с военными событиями, действиями. Значит, и понятное дело, если этот режим отменили, они оставались не у дел. И для того, чтобы это не произошло, они всячески пытались противодействовать этому. То есть получилось так, что Владимир Владимирович Путин, уже убежденный, значит, делами Рамзана Ахматовича Кадырова и его команды, невзирая на те, значит, домыслы тех людей, которые были против отмены этого режима, принял это решение. И, по сути своей, в то время мы с вами помним, что Дмитрий Анатольевич Медведев, значит, тоже вот это предложение, вот, он находился, значит, у руля, являлся главой нашего государства. Получилось так, что это решение было принято и уже в виде документа, значит, уже состоялось и пришло в жизнь. Птер Иванович, если я вас правильно понял, при всем том, что основная тяжесть проведения проведения контртеррористической операции ложится на плечи силовых структур, существуют наверняка и те структуры, которые, ну, не хочется прибегать к таким словам, как спекуляция и так далее, которые, в принципе, имеют определенную выгоду от эскалации, скажем, напряженности в тех или иных регионах, если я вас правильно понял. Ну, да бог с ними. Хотелось бы немножко остановиться, более подробно остановиться на экономических, социальных выгодах, которые приобрела Чеченская Республика после отмены контртеррористической операции. Ну, давайте я вернусь к тем словам, которые вы сказали до вашей фразы «да бог с ними», значит. Я вам скажу так, любой здравомыслящий человек, большая часть людей, которые думают и реально понимают те события, которые сегодня происходят не только в Российской Федерации, но и в мире, они понимают, что по сути своей ни одна война,
она не случается сама по себе. За каждой войной стоят определенный круг лиц, которые преследуют свой интерес, связанный с этими военными событиями. То есть, по сути своей, получилась такая картина, что и в нашем государстве, и за его пределами были определенные группы лиц, которые преследовали свои интересы, связанные с этими военными событиями. Политические. Кроме этого, мы с вами должны реально понимать, что уже находясь в стыке, значит, веков и тысячелетий, значит, мы с вами оказались в период глобального передела мира. И, естественно, те организации, службы, спецслужбы других государств, которые пытались воздействовать на нашу республику, на Российскую Федерацию извне, они, естественно, пытались это воздействие оказать через вот это вооруженное, значит, бурное, значит, сопротивление российской власти, которая пыталась установить здесь контроль над территорией и полноценно, как говорится, ввести этот субъект, значит, в состав Российской Федерации, каковым он и являлся. Вот я к этому и пытался подвести. Я считаю, что вот момент, когда мы с вами говорим «да Бог с ними», вот этот период как раз можно отвести к тому времени, который мы можем обозначить как период, когда противодействующие структурные подразделения и те незаконные вооруженные формирования, которые между собой проходили какой-то такой период войны, в руководстве у этих всех служб стояли люди, которые знали, для чего это все происходит. А те люди, которые внизу шли, они думали, что это все происходит из-за идеи какой-то. Будь то религия, ислам, будь то национальная идея. Хотя за этой ширмой стояли интересы разных государств, разных спецслужб разных государств, значит. И в том числе, естественно, значит, в руководстве Российской Федерации тогда тоже было неоднозначное, значит, состояние. Мы с вами помним, значит, период, когда в Кремле непосредственно сидел Березовский, который управлял, можно сказать, всей Россией, пользуясь этим мутным временем, значит. Точно так же, естественно, там были и люди, которые четко понимали, что без наведения вот этого конституционного порядка на территории нашей республики Россия будет, как говорится, стоять на грани развала. Была вот такая группа, значит, во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. То есть из-за того, что они сумели, по сути своей, перебороть вот ту группу, которая пыталась привести эту Российскую Федерацию к развалу, получилась такая картина, что мы получили государство, которое с колен встало твердо на ноги и заявило всем, что мы шутить с нами не позволим. Ну и естественно, я скажу так, что немало значимую долю вот в этом, значит, в этой победе над этими всеми силами оказало то, что на этот путь, значит, встал Ахмад Хаджи Кадыров, который взял на себя эту ответственность становления нашей республики и четко отрезал все лишние побочные моменты, которые бы способствовали тому, что мы не состоялись бы, скажем так. С установлением, вернее, с отменой режима контртеррористической операции западные спецслужбы потеряли очень мощный рычаг воздействия на Российскую Федерацию. Совершенно верно. Вот в связи с этим мне хотелось бы остановиться более подробно на тех политических выгодах, которые приобрела Россия с отменой. Ну, давайте я вам эту сторону тоже, значит, осветить. Я ее могу каким образом? Значит, давайте прямо говорить. Мы с вами понимаем, что в виде тех или иных, значит, гуманитарных организаций якобы, которые являлись, значит, как таковой в большей степени, значит, агентурными, значит, подразделением спецслужб как Америки, так и других европейских государств, в виде этих, значит, организаций здесь, по сути своей, действовали люди, которые искали, выискивали все моменты, которые можно было бы поставить против руководства Российской Федерации, против самого государства. Они искали все наши уязвимые точки и через эти точки оказывали воздействие на весь мировой, как говорится, на все мировое сообщество. То есть получается такая картина, что если бы мы не
дали им, то есть не убрали у них из-под ног почву, убрав эти искры, которые все время дымили, то мы бы, наверное, так и оставались все время в рамках обсуждения в плохом контексте вот этих всех мировых государств и держав. То есть получилась какая картина? Мы из-под них убрали почву для того, чтобы они о нас уже не говорили, о нарушениях прав человека, о массовых каких-то зверствах, убийствах, там еще о чем бы то ни было. И убрав из-под их ног эту почву, мы их заставили, как говорится, удалиться с поля нашего, как говорится, уже мирного созидания. Мы их заставили удалиться, они ушли. И мы тогда уже сумели сами уже увидеть открытыми глазами те проблемы, которые реально перед нами сегодня стоят. То есть осознание этого пришло только вот с этим моментом. Как только мы сумели отдалиться от этих служб, которые оказывают на нас воздействие в том или ином, как говорится, аспекте, все время вытаскивая, значит, руководителей разных уровней ведомств, значит, на разные заседания Совбеза ООН, значит, на разные комиссии, и все время вот, занимаясь прессингом этих людей. Через них, естественно, оказывая воздействие на наше государство. То есть в данном случае убрали мы эту почву из-под их ног, они увидели, что у нас реально мирная жизнь. Дальше уже, как говорится, деваться некуда, они вынуждены были это признать, и они это признали. То есть мы помним с вами вот этот период, когда, значит, поездки сюда лорда Джада, который приехал и уехал, и ему уже нечего сказать. Он признал уже, что вот они опустили руки и реально, как говорится, признали, что здесь, да, порядок. Ну и естественно, когда они уже вынуждены были это признать, а мы уже подошли к тому периоду, когда уже режим КТО отменен, мы с вами понимаем, что любой человек, который сидит где-то, значит, на периферии как российского государства, так и в другом государстве, у него есть определенная сумма денег, он пытается приумножить свой капитал с помощью того, чтобы влить его куда-нибудь в то место, где ниша является свободной, значит. В то время мы получили такие преференции, что весь этот бизнес-класс, который имел на руках деньги, он был готов сюда ринуться, и вот у них даже между ними уже пошла борьба, кто первым войдет в нашу республику и вложит здесь деньги. То есть мы получили такое вливание, которое дало уже рабочие места, мы получили новые объекты, как бизнес-объекты, так и инфраструктурные, которые способствовали тому, что наш народ уже с каждым днем все больше и больше начал верить в то, что да, вот она реальная жизнь, и нету повода для того, чтобы они озирались. То есть мы получили тот статус, который нам позволил сказать, что вот мы мирная республика, ниша во всех направлениях, значит, для бизнеса у нас свободна. Давайте, приходите, вкладывайте, платите налоги, создавайте рабочие места. И это получило, вот это состояние нам позволило получить очень большой объем инвестиций и вложений. По сути своей, это вот как раз результат того, что мы сегодня с вами на наших улицах видим. Самое важное заключается в том, что отмена режима продиктована выполнением задач по борьбе с терроризмом, которые были поставлены 10 лет назад. Сегодня Чеченская республика, как это признают тысячи гостей, включая политиков, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры, посещающих регион, является мирным развивающимся краем, и отмена КТО будет только способствовать экономическому росту республики. Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики. Дипломатическая работа – это очень специфическая, тонкая работа. И с отменой режима контртеррористической операции западная дипломатия лишилась отправной точки для воздействия на Чеченскую республику и через Чеченскую республику на всю Российскую Федерацию. И мне хотелось бы все-таки остановиться на одном, как мне представляется, очень немаловажном факторе. Аптер Иванович, скажите, пожалуйста, были ли реальные попытки эскалации напряженности после отмены контртеррористической операции, после апреля 2009 года? Естественно.
То есть мы с вами должны понимать, что если в нашей республике наступила мирная жизнь, то люди, которые никогда и не преследовали интересы нашего народа, никогда и не преследовали интересы мусульманского сообщества, никогда не преследовали интересы как народа, так и республики в республиканском масштабе. Эти люди, они же не успокоились. Они, по сути своей, перелились из одного состояния в другое, значит, и начали прорабатывать другие варианты, значит, ослабления власти на территории Чеченской Республики и оказания воздействия на Российскую Федерацию, создав здесь любыми путями любой другой новый очаг. То есть мы с вами видим, что сегодня, если мы проведем анализ даже элементарно тех сообщений, которые мы можем читать в СМИ ежедневно, то мы видим с вами, что, значит, Госдеп США вливает, значит, в Российскую Федерацию, значит, в разные организации, которые мы до сих пор говорили, что они являются, эти организации, независимыми, что они там являются там правозащитными. В эти организации вливаются миллиарды долларов. Вопрос встает о чем? Какой интерес Америки, Госдепу США вливать эти миллиарды долларов в нашу республику, в Российскую Федерацию, финансировать эти НКО, которые действуют на территории всей Российской Федерации? Вопрос встает, какой им интерес вливать эти миллиарды долларов, значит, в нашу Российскую Федерацию, в эти независимые, значит, некоммерческие организации, когда у них на территории своего государства, точно так же, как и во всем мире, мы с вами видим, что произошел спад во всех отношениях. Значит, Продолжается. Он продолжается. И вот вытаскивать оттуда деньги из этого бюджета и вливать их в Российскую Федерацию для того, чтобы мы стали правильными, да нет, это абсолютная неправда. И те люди, которые считают, что вот там кто-то больше о нас беспокоится, чем, скажем, мы здесь на месте. Ну, это тоже, если человек здравомыслящий, он реально должен это понимать. И мы с вами еще должны вот что усвоить. До тех пор, пока мы находимся в состоянии стабильности и твердо стоим на ногах, нас будут все время клевать, против нас все время будут, значит, строить заговоры, значит, будут пытаться здесь создать любыми путями любое бандформирование, сюда будут любыми путями за любые деньги затаскивать любые, значит, террористические организации, будут пытаться это сделать. То есть эта работа, она ведется этими спецслужбами неустанно, ежедневно, ежечасно. О чем и говорит Рамзан Ахматович. Все время он пытается довести до представителей нашего народа, что если мы с вами расслабимся, то мы получим тот же самый удар, который мы уже 2 раза получали. Мы получим на территории нашего государства, в том числе Кавказа, в том числе нашей республики, те же события, которые произошли в Сирии, Ливии, Ираке. Мы себе этого позволить уже не можем. Мы только начали жить. Вот получается такая картина, что сегодня на территории нашей республики вот, оказывание воздействия на власть, на Рамзана Кадырова, это идет такая теневая борьба между добром и злом. Зло – это, я считаю, что самое главное зло – это Америка и те государства, которые, как говорится, идут под этим самым большим важным злом. Государство, совершенно верно. Совершенно верно, вот. Оптия Аронович, для меня ваши комментарии, как человека непосредственно занятого вопросами противодействия терроризму и экстремизму, очень ценны. Я хочу вас сегодня поблагодарить за эти комментарии. Я думаю, что по мере развития ситуации, безусловно, обстановка Чеченской Республики будет меняться в положительную сторону, безусловно. Но, как бы там ни было, на то и правоохранительные структуры, чтобы эта обстановка сохраняла положительную динамику. Всегда найдется работа и для правоохранительных органов, и всегда найдутся вопросы, которые нам
нужно будет обсудить. Знаете, вот на то, что вы только что сказали, всегда найдется работа, значит, для правоохранителей и тех людей, которые пытаются держать нашу республику или Российскую Федерацию в рамках закона и законности, значит, и стабильности тоже. Вот на это я скажу вот что. Значит, вообще, почему в нашей республике изменилась ситуация и почему мы сумели сделать вот этот результат, который мы сегодня пожинаем, то есть нашу мирную жизнь? Причиной явилось то, что Ахмад Хаджи Кадыров закладывал концепцию, в которой он пытался объединить разные направления, значит, духовенство, администрация и силовой блок. Он пытался объединить эти три направления, свести его к одному, чтобы они действовали одновременно, ежеместно, ежечасно. То есть они должны были действовать, значит, в таком содружестве, которое и явилось основным результатом вот наших сегодня, как говорится, сегодняшних событий. Рамзан Ахматович сумел свести, значит, в одну вот работу этих трех направлений. То есть получилась такая ситуация, что полиция одними только полицейскими методами не в состоянии была бы навести порядок в нашей республике. Это естественно. То есть параллельная работа администрации республики, значит, руководства. В той же купе, значит, параллельная работа духовенства, которое тут же вело разъяснительную работу, привело к тому результату, который мы сегодня получили. И что самое интересное, большую часть людей удивляет то, что, значит, у нас в республике основной акцент делается не на то, чтобы кто-то совершал преступления, а потом эти преступления раскрывать и за это получать медали, а на то, чтобы делать все для того, чтобы эти преступления не совершались. То есть мы делаем основной акцент в нашей республике на профилактику. И если мы с вами смотрим телевизор, мы с вами, естественно, сегодня видим картину, что в этой профилактической работе принимает участие как МВД республики, так и все спецслужбы, значит, духовенство, администрации районов и администрации и руководства республики. То есть получается какая картина? До тех пор, пока мы будем действовать таким образом, оказывая воздействие на массы больше, как говорится, методами разъяснения тех побочных эффектов, которые мы можем получить, и доказыванием, что если кто-то оступился, значит, совершил преступление, наказание неотвратимо. Вот если мы будем таким образом продолжать нашу работу дальше, то мы гарантированно можем сказать, что мы больше никогда не вернемся к тому состоянию, когда у нас будут происходить какие-то боевые действия или военные события, и наш народ будет ввергнут опять в пучину вот этого хаоса. То есть вот эта повседневная работа, которую я только что озвучил, она является для нас залогом нашего мирного существования в дальнейшем уже как в составе Российской Федерации, так и, как говорится, на мировой арене. Профилактическая работа – это, безусловно, очень важная составляющая работы правоохранительных органов. Да и синхронность действий различных структур, безусловно, повышает эффективность конечной цели. Аптия Аронович, спасибо вам большое. Всегда будем рады вас видеть в нашей студии. Первые годы после отмены режима КТО стали для правоохранительных органов республики испытанием на прочность. Наши недруги ожидали, что в связи с отменой контртеррористической операции оперативная обстановка в регионе ухудшится, но этого не произошло. Так, за последние годы количество совершаемых в Чеченской Республике тяжких и особо тяжких преступлений продолжает снижаться. Практически исчезли из оперативных сводок преступления, совершаемые на улицах и в общественных местах. Режим накладывал серьезные ограничения на развитие Чечни. Его снятие, как считают эксперты, позволило решить многие экономические проблемы. Республика стала более открытой в информационном плане. Мир в Чеченской Республике вступил в свои полные права. Всего доброго.